Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Спасибо, что зашли на мой канал Фитошоу. Сегодня я вам расскажу о таком замечательном растении – истот обыкновенный. Истот обыкновенный – это такое цветущее многолетнее растение, которое смотрится как небольшой кустик с множеством стеблей, достигающим высоту до 30 см. Еще эту траву называют иссоп, млечный корень, многомлечница, вознесенский цвет, синюшка. Истот обыкновенный цветет красивыми и нежными цветами-колокольчиками синего или фиолетового цвета. Это растение красивое, довольно декоративно, но в цветниках его редко можно встретить. Это неприхотливое растение, его можно встретить на обочинах дорог, вдоль речных берегов, на лесных опушках. Оно предпочитает влажность и много света. Интересно, что его научное название с древнегреческого означает «много молока», так как раньше считалось, что это растение может увеличить надои у коров. Лекарственным сырьем является все растение, собранное обычным способом во время цветения. Растение выдергивают с корнем и сушат в пучках под навесом. Существует более 30 видов этого растения. В своем составе истот обыкновенный содержит смолы, дубильные вещества, тритерпеновые сапонины, флавоноиды, жирные эфирные масла, горечи, спирт, олиголит, лактоны. В чем же сила и польза этого растения и зачем его используют? Главный секрет истота обыкновенного заключается в его составе, а именно в тритерпеновых сапонинах. Растение обладает отхаркивающим, обволакивающим, противовоспалительными свойствами. Отвар корней истода применяют при острых и хронических заболеваниях дыхательных путей, при бронхитах, ларингите, фарингитах, бронхопневмониях, абсцессах легких, бронхиальной астме и кашле. Отвар из корня также хорошо помогает при цистите. Настои из травы используют при ревматизме, заболеваниях почек, диарее. Отвары и настой этого растения способны увеличить лактацию у кормящих женщин. Кроме этого, настой из листьев успокаивает и благоприятно действует при судорогах. А наружно при болях и опухолях в молочной железе, нарывах, ушибах, фурункулах. Рассмотрим несколько основных рецептов лекарственных средств из этого замечательного растения. Итак, настой из цветков и листьев. 2 чайные ложки сухих листьев и цветков заливается стаканом кипятка, настаивается в течение 15 минут и процеживается. Принимать за 10-15 минут до еды 3 раза в день. Чай из травы. 2 чайные ложки сухой смеси заливают стаканом кипяченой воды, доводят до кипения и через 1-2 минуты процеживают. Чай можно пить по 1 чашке 2-3 раза в день. Можно добавить мед. Настой корней истода. Взять 1 столовую ложку корней, залить стаканом кипятка и нагревать 15 минут на водяной бане. Настоять 2 часа, затем процедить. Принимать как отхаркивающее средство по 1 столовой ложке 4 раза в день перед каждым приемом пищи. Настой корня истода при лечении фурункулов, гнойников и кожных заболеваниях. Приготовить отвар. 4 столовых ложки измельченных корней заливаем 1 мл кипятка и нужно настоять 20 минут. Отвар процедить и уварить до половины объема. Полученным экстрактом пропитывает марлю и накладывает на пораженные места. Какие противопоказания имеются у этого растения? Корень истода может оказывать раздражающее действие на стенки желудка и кишечника, поэтому его не рекомендуют больным язвенной болезнью и гастритами. Также не стоит забывать об индивидуальной непереносимости, о которой можно не подозревать, поэтому прием настоек лучше начинать понемногу, следя за реакцией нашего организма. Детям до 3 лет такие лекарственные средства также противопоказаны. В итоге можно сказать, что истот обыкновенный считается одной из лучших трав, оказывающих желчегонное, отхаркивающее, лактогонное и ранозаживляющее действие на наш организм. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Всем желаю отличного самочувствия и хорошего настроения. Не забудьте подписаться на мой канал, ставить лайки и комментировать. До новых встреч!